Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка и литературы 5 класс. Второй урок. Тема урока «Природа осенью». По данным ключевым словам определите, о чем пойдет речь на уроке. Погода, тучи, листопад, музыка. Сегодня будет у нас тема на урок «Природа осенью». Слушаем и говорим. Упражнение 10. Прочитайте два стихотворения. Какая тема их объединяет? Какие чувства выражены в данных стихах? Одинаковое ли настроение создают эти стихи? Если нет, то почему? Славная осень, здоровый ядрен, воздух усталый, силой бодрит, лед, неокрепший на речке студеный, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор. Листья облегнуть еще не успели, желтый и свежий лежат, как ковер Некрасов. Скучная картина, тучи без конца, дождик, как и льется, лужи и пыльца. Чахлая рябина, где-то под окном, смотрит деревушка, серенькое пятно. Чахлая солган, бодрит, придает силу и энергию, покой таныштық, простор кеңістік, поблекнуть, потерять свежесть и яркость. Осенняя природа, чувство тоска, грусть и одиночество автор переживает из-за отсутствия солнца над головой. Разные ощущения. В первом автор хоть и грустит из-за осени, однако он говорит, что осень ему нравится и она очень красива. Упражнение 11. Читаем и пишем. Плещев. Прочитайте словосочетание стихотворения Некрасова. Какие слова из правого столбика близки по значению к выделенным. Запиши их. Ядреный воздух. Прозрачный, свежий, влажный. Воздух бодрит, теплеет, оживляет, восстанавливает. На речке студеной, мелкой, холодной, глубокой. Холодный, да, здесь поблекнуть не успели, завянуть, пожелтеть. Влажный, здесь ядреный воздух, это влажный. Второе, воздух бодрит, это здесь оживляет. На речке студеной, это здесь холодный. Поблекнуть, здесь пожелтеть. Чтобы выразить состояние своей души, поэты и писатели используют различные художественно-изобразительные средства сравнения, эпитет, олицетворение. Что такое сравнение? Сравнение – это сопоставление одного предмета или явления с другими в сравнительных оборотах. Часто употребляются слова, как будто словно и другие. Что такое эпитет? Образные, прилагательные, которые характеризуют какое-то свойство предмета или явления. Олицетворение – изображение предметов и явлений в виде живых существ. Упражнение 12. Ознакомьтесь с языковым анализом стихотворения Некрасова. В своем стихотворении Некрасов с помощью художественно-изобразительных средств создает разные образы. Автор использует такие сравнения: лед, как тающий сахар, то есть лед непрочный, рыхлый, белый. Лес, как мягкая постель, опавшие листья, как мягкая постель, листья, как ковер, то есть множество листьев лежит на земле. В стихотворении много эпитетов. Славная, какая осень славная, то есть хорошая, тихая, спокойная. Это определение осени поэт употребляет дважды, в начале и в конце стихотворения. Он показывает свои отношения к этому времени года, восхищается им и любит его. Следующий образ – воздух. Какой он? Здоровый, ядреный. Далее автор описывает лед. Какой он? Неокрепший. Некрасов дает ему такую характеристику, потому что в это время года лед еще очень хрупкий. А речку автор называет студеной, потому что вода в реке в эту пору очень холодная. Дни поэт называет ясными, тихими. Эти прилагательные передают спокойное состояние природы. Стихотворение есть олицетворение, воздух, усталой силой бодрит. Некрасов использует сравнение, эпитет или олицетворение,
чтобы сделать образ осени более точным, выразительным и красочным. Упражнение номер 13. Прочитайте еще раз стихотворение Плещева, найдите в нем художественные изобразительные средства. Представьте, что вы нарисовали осенний парк. Ваш рисунок оказался лучше в классе и был отобран на выставку. Вас попросили описать свой рисунок. С чем вы начнете? Какие слова подберете, чтобы рассказ получился интересным и красочным? Речь существует в двух формах: устной, аудио, письменной, жазба. Когда мы говорим и слушаем, пользуемся устной формой речи, а когда пишем и читаем, письменной. Стихотворение Плещева здесь художественное изобразительное средство, здесь скучное, чахлое, смотрит деревушка, серенько пятна. Я подберу самые по порядку и красочные эпитеты для описания. Упражнение 13. Допишите прилагательные и глаголы, которые можно использовать при описании осени. Какую форму в речи вы использовали? Слова стоят по порядку и взаимно дополняют друг друга. Осень золотая. Наступила осень золотая. Деревья нарядные. Листопад осенний. Хвойный. Погода дождливая. Стоит. Тучи темные. Ветер дует. Ветер холодный. Упражнение 15. Прочитайте текст вслух. Какую форму речи вы использовали? Подумайте и объясните заголовок текста. Осенняя елочка. Весной елочки не было, летом не было, а осенью вдруг появилась. Раздвинула листья, травинки высунулись из земли и удивленно осмотрелась. Деревья роняли листья. Много-много лет прошло с тех пор. Каждую осень в день елочкиного рождения деревья вспоминают о ней и дарят ей подарки. Осина дарит красные китайские фонарики, клен роняет оранжевые звезды, а ива засыпает елочку тонкими золотыми рыбками. И стоит елочка растерянная, счастливая, и раскинула лапки и в ладошках подарки, и уже некуда их давать, а ей все дарят и дарят. У всех на глазах становятся елочки из колючей и хвойной, мягкой и лиственной. Вся в золоте багрянца и бронзы, вся нарядная и разноцветная. Не то, что зимой и летом одним цветом. Сладков. Торжественная елочка — главный персонаж рассказа. Картотека информатора. Осина, коптерик, клен, ЕК, ива, тал. Работа в группах. С чем сравнивать листья осины, клена, ивы? Лапки, потому что ее красиво украсили. Елочка растерянная и счастливая. Почему хвойное дерево вдруг стало лиственным? Грустный и колючий. Это значит, что она всегда зеленая. Какой была осенняя елочка, если вы деревья ее подарили ей подарки? Что значит выражение зимой и летом одним цветом? На нем, кажется, можно нарисовать красивую елочку в подарках. Понаблюдайте за осенними листьями, ребята. Скажите, почему Сладков использует такие сравнения при описании подарков елочки? Какую картину можно нарисовать в текст осенняя елочка? Расскажите, какой фрагмент из текста вы хотите изобразить. Здесь можно нарисовать красивую елочку в подарках. Понаблюдайте с осенними листьями. Скажите, почему Сладков использует также для описания подарков елочки. Упражнение 16. Отгадайте, что в загадках помогает разгадать их. Попробуйте придумать свои загадки. Без рук, без ног, по полю рыжит. Поет и свиш, да свишет, деревья ломает, к земле все переклоняет. Конечно же, ветер. Сидит, зеленеет, падает, желтеет, лежит, чернеет. Конечно же, лист. Представьте теплый осенний день, и вдруг начался сильный дождь. Вы прячетесь в беседке под деревом, видите и слышите, как льется дождевая вода, как она шумит. В нескольких предложениях нарисуйте эту картину, используйте данные слова, выбрав из них наиболее точно передающие ваши впечатления. Дождь, дождик, вода, капли, капельки. По крыше беседки барабанит дождь, ветер доносит до меня кости капли дождя. Однако, как стало легко дышаться, как хорошо и спокойно на сердце.
Ручей шумит совсем рядом, он бежит куда-то вперед, и неизвестно, где он начался. Укажите верные «в» или неверные ответы. Олицетворение – это изображение предметов и явлений в виде живых существ. Верно. Сравнение образные прилагательные, которые характеризуют какое-то свойство предмета или явления. Верно. Эпитет – сопоставление одного предмета и явления с другими. Неверно. В сравнительных оборотах часто употребляйте слова как будто словно. Верно. Упражнение 17. Составьте синклин к слову листопад. Листопад. Что листопад? Какой? Осенний желтый. Что делает? Падает, кружится. Предложение составляем. Осенний листопад видно из окна. Лист. Ребята, до свидания. До следующего урока.